фонда Российской Федерации в городе Якутске. Значит, сегодня присутствует Евгений Валерьевич Капитонов. Да, вот, пожалуйста. С 1998 года работает в органах пенсионной службы республики, и вот в ноябре 2019 года назначен руководителем пенсионного управления по городу Якутску. Спасибо. Так, пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю выезжали 165 раз, пожаров зарегистрировано 10, аналогичный период 6. Всего с начала года зарегистрировано 967. К сожалению, есть один гибель. За прошедший период проведено 42 рейда, проверено 373 дома, проинструктировано 851 человек. С начала года 1845 рейда, проверено 16 448 дома. Проинструктировано 35 765 человек. Юрий Попов доклад закончил. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые участники совещания. Оперативная обстановка на территории города Якутска характеризовалась снижением регистрации преступности. Так, за неделю зарегистрировано 13 сообщений о преступлениях, раскрыто 6. Из них тяжких, особо тяжких преступлений 4, раскрыто 2. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 34. Это 4 грабежа, 1 разбой, 13 краж, 8 мошенничеств, 1 хулиганство и 7 прочих преступлений. Установлено лиц, совершивших преступления, 39. Из них ранее судимыми 12, женщинами 10, несовершеннолетними 4. Поступило сообщение без пропавших 11, в том числе несовершеннолетних 4. Без пропавших установлено 8, 2 из которых были объявлены в течение недели. Также несовершеннолетних установлено 4, 2 из которых также были объявлены в течение недели. На сегодняшний день у нас остается не найдена одна несовершеннолетняя, состоит на учете в ПДН, ранее неоднократно уходила, на сегодняшний день находится на связи. Объявлено в розыск преступников 3, из ранее объявленных установлено 5. Обнаружено трупов без внешних признаков насильственной смерти 4, суицидов 3 на 3. По системе видеонаблюдения «Безопасный город» выявлено 7 фактов административных правонарушений, раскрыто 4 преступления, из них 3 из ранее зарегистрированных. По системе «Гражданин полиция» сообщение не поступало. За неделю отделами и подразделениями всего составлено 1294 административных протокола. В специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 44 человека. На 10 ноября всего содержится 43. С ВСНП помещен 1 несовершеннолетний, в изоляторе временного содержания за неделю задержано 11 человек. Арестовано 10, под домашним арестом 1. Также мы закончили проведение операции «Группа» и продолжается операция по профилактике и раскрытию краж крупного рогатого скота. Также за неделю у нас в городе Якутске проведено 4 массовых мероприятия, одно из которых публичное, одно спортивное и одно культурно-массовое мероприятие, в котором приняло 2600 человек участие. На охрану общественного порядка было задействовано 77 сотрудников органов внутренних дел, 30 сотрудников Росгвардии и 45 ДНД университет. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо, Николай Петрович. Пожалуйста, Михаил Анатольевич. Доброе утро, уважаемые участники совещания. За истекшую неделю в Госполинейного управления зарегистрировано 42 административных правонарушения в сфере алкогольного законодательства 19, за нарушение миграционного законодательства 7, за нарушение запрета табака 6, иные 10. С помощью видеокамер наружного наблюдения выявлено 27 административных правонарушений. Оперативная обстановка на объектах транспортного комплекса города Якутска оставалась стабильной и находилась под постоянным контролем служб и подразделений управления. Чрезвычайных происшествий и других противоправных вмешательств в работу транспортного комплекса не допущено. Доклад окончен. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрированы 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадало 2 человека. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий выявлено 984 правонарушения, из них в отношении нетрезвых водителей 24. За тонировку выявлено 40 нарушений, на специальную стоянку доставлено 36 автомашин. За невыполнение требований дорожных знаков привлечено 2 водителя грузовых автомобилей.
По выявленным недостаткам УДС выдано 8 предписаний, и в отношении должностных лиц составлен 1 протокол. По линии технического надзора к ответственности привлечено 1 должностное лицо, возбуждено 3 административных дела в отношении юридических лиц. В выходные дни государственной инспекции проведены рейдовые мероприятия, а также обеспечена безопасность дорожного движения в период проведения массовых мероприятий. Доклад окончен. Спасибо, пожалуйста. Доброе утро. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета проведено 19 проверок, в ходе которых наложено 10 штрафов на сумму 22 500 рублей, вынесено 5 предупреждений. По факту розлива жидких бытовых отходов подсчитан ущерб, нанесенный зеленым насаждением. Сумма ущерба составила 228 500 рублей. Расчет по загрязнению почвы продолжается. Анализы пришли, превышение составило в 5 раз. Продолжается работа в округах города по обращениям граждан. Также закончен мониторинговый отбор проб с территории городского округа город Якутск. И продолжается работа с Якутской природоохранной прокуратурой по предприятиям, заключившим договора с Якутской Кассети. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. За прошлую неделю зарегистрировано 3323 случая заболеваний, что ниже эпидемиологического порога на 12%. По ситуации с ОРВИ и гриппом зарегистрировано 2128 случаев заболеваний, что ниже эпидемиологического порога на 44,5% и ниже показателей предыдущей недели на 15,8%. В основном болеют дети до 6 лет. Привито по республике 51,4% от населения. В городе Якутске привито около 170 тысяч человек, что составляет 51,3%. Продолжается работа по согласованию санитарных точек. Всего у нас выдано 586 заключений, за прошлую неделю 300, за предыдущую неделю 286. По частному сектору у нас закончена работа, остались санитарные точки многоквартирных домов. Доклад окончен. Спасибо. Так, СГХ, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. На этой неделе мы формируем реестр мест накопления твердых коммунальных отходов совместно с Управлением архитектуры, с Управлением Роспотребнадзора. Сроки у нас определены 15 ноября. Также на прошлой неделе у нас проведен ряд рабочих совещаний с газовиками, где мы обсудили вопросы согласования существующих схем газоснабжения рабочих. Также рассмотрели вопросы разработки схем газоснабжения на следующий год. На этой неделе будем готовить техническое задание совместно с СУГРС, Сахатранснефтегаз. Далее будем отрабатывать с проектными организациями на предмет оценки стоимости выполнения работы и формирования начальной максимальной цены контракта. Ну и я думаю, на следующей неделе у нас будет определена стоимость разработки проектной документации, технической документации на следующий год. Ну, кратко у меня все. Мы с вами, значит, договорились о том, что в следующем году мы в первую очередь на разработку документации ставим микрорайон Марха и, значит, микрорайоны Покровского тракта. Да, все верно. Да. Ну, надо сразу отметить, что речь пока не идет о физическом выполнении строительно-монтажных работ по проведению этих сетей газоснабжения. Речь идет о технической документации. Но, тем не менее, это позволит, начиная со второго полугодия примерно, 2019 года, получать гражданам технические условия на присоединение. Поскольку на сегодняшний день есть очень много отказов, в том числе в связи с дефицитом пропускной способности, так? Да. Ну, значит, вот эти вещи мы каким-то образом напряжение снимем. Так? Значит, мы с вами должны провести в ближайшие дни совместное совещание с Минпромом и Министерством имущественных земельных отношений на предмет инвентаризации и оформления документов на бесхозяйные сети, поскольку мы должны свериться, нет ли у нас дублирующих друг друга объектов, которые оформляем и мы, и МИЗО одновременно. Так? Да. Поэтому дату эту, пожалуйста, назначьте. Жанна Викторовна Якименко на контроле держите. И до пятницы мы должны были внести изменения в дорожную карту по школе номер 6. СГХ не является ответственным исполнителем по данному проекту? Это кто? ДЖКХ делает? ДГ делает? Департамент градостроительства, наверное? Так, ну совещание у нас было под руководством и в присутствии Романа Сергеевича, поэтому, значит, у меня есть отражение, что это у нас с газоснабжением связано. Ну хорошо, ладно, до пятницы должны были внести. Ладно, садитесь. Так, отдел транспорта.
Микрофон, пожалуйста. По Хатанырявскому шоссе и по улице Жарницкого. Штатно отработано также перекрытие проспекта Ленина, связанное с чествованием годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. С 1 по 8 число зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия. 35-й маршрут. Графики движения исполнены на 89,9%. Еще хотелось бы сообщить, что написано заявлением отделом о том, что идет, так сказать, хулиганские действия, разбитые камнем стекла автобусов 5 и 41 по улице Якова Потапова. Спасибо, у меня все. Так, значит, опять же, и ГИБДД, и я уже все вместе ждем, когда же вы назначите совещание совместное с инспекцией безопасности дорожного движения, наше, и с водителями маршрутных автобусов. В чем проблема? Оно запланировано Когда? на эту неделю. Когда? Сейчас не скажу. Лилия Эдуардовна где? На больничном. Так, дальше, значит, может быть, Евгений Николаевич, вы поясните, до 20-го дома на 203-м микрорайоне, когда автобус будет доходить до разворотной? Микрофон, пожалуйста. Дома-то там со светофором, когда у нас вопрос решен будет? У нас остался вопрос. Доброе утро. Тех условия получены, точка в Резке есть. На этой неделе мы технику сделаем, и там уже остается проведение публичных слушаний. Так, значит, прежде чем проводить публичные слушания, ну вы помните ошибку, которая у нас была, да? Значит, прежде чем проводить публичные слушания, со всех глав округов заявки у кого есть, кроме пригородного, у кого-то есть сегодня, на сегодняшний день еще проблемы с автобусами? Нет. Так, ладно, хорошо, садитесь. Так, Светлана Николаевна, дальше к вам. Значит, я проводила встречу с активом Координационного совета по предпринимательству, который указывает на то, что у нас абсолютно потеряна взаимосвязь с Координационным советом по предпринимательству, что не ведется вообще никакой контроль исполнения протоколов совместных. Также не решаются вопросы, которые в свое время и мной были взяты на личный контроль, в частности, по паромной переправе, по организации точек торговли. О том, что до сих пор, когда, значит, необходимо рассматривать схему расположения НТО, вы проводите это какой-то закрытой комиссией, не приглашая туда членов Координационного совета по предпринимательству. О том, что члены Координационного совета по предпринимательству, сельхозтоваропроизводители до сих пор не могут получить внятного ответа, почему снята субсидия на 4,5 миллиона. Также есть там спорный вопрос по поводу той же Чернышовой, которые, значит, при реконструкции улицы Ярославского должны были предоставить другое место, значит, под размещение НТО, равноценное, но до сих пор не предоставили. Более того, ее НТО вывезли куда-то там на штрафстоянку. Но я понимаю, что, вероятно, вы этим вопросом занимались, и вы это рассматривали все, но тем не менее нужно же давать внятные ответы для того, чтобы люди вас поняли. Почему я между вами и Координационным советом должна быть теперь переводчиком или каким-то там, я не знаю, третейским судьей? По паромной переправе мы встречались отдельно со структурными подразделениями, в том числе вот АЗО. Совместно с руководителем паромной переправы неоднократно встречались по поводу нестационарных торговых объектов и схемы. Какой смысл встречаться, если вы не можете выработать решение, которое будет понятно для людей?
Я не говорю о том, что вы должны согласиться или вы должны там отказаться. Я говорю о том, что в соответствии с действующим законодательством должно быть найдено решение, которое будет понятно всем. Даже если они не согласны, повторюсь. Ну сколько можно? Это уже больше 6 месяцев продолжается. Дальше, по внешнему виду остановок, мне говорят, что есть некое предписание МЧС или представление МЧС относительно того, что деревянными панелями, значит, эти объекты не должны обшиваться. Есть такое или нет? Нет, я такого не знаю. А вот они знают. Дальше, были у них предложения по параграфу 15 правил благоустройства. Опять не учтено, ничего не сделано. Дальше они, значит, жалуются на то, что у них технические условия на присоединение, например, вот Якутскэнерго к сетям, да, они временные, тогда как НТО вы даете на 3 и более лет. Ну неужели нельзя было это рассмотреть и каким-то образом помочь предпринимателям? И вот эти вот все накопившиеся вопросы, я вместо вас работать не буду, Светлана Николаевна. Эти вопросы рассматривались и неоднократно. Почему тогда люди не понимают? Потому что федеральное законодательство таково, что это сделать так невозможно. Как хотят У них другое предприниматели. мнение. Вы вообще ходите на координационный совет? Вы как-то отчитываетесь там? Да. Так, 19 числа, значит, очередное совещание Координационного совета по предпринимательству. Будем заслушивать информацию одного из глав территориальных органов управления, посмотрим, какое там наиболее, и будем заслушивать информацию о взаимодействии Департамента по предпринимательству с Координационным советом по предпринимательству. По пунктам, значит, по номерам протоколов. Хорошо. Садитесь. Главстрой. Доброе утро. Ну, у нас также планово продолжается устранение замечаний по дорожным всем работам, так как комиссии выявлены и до конца ноября запланированные работы ведутся. Затем у нас по социальным объектам то, что планировалось запуску тепла, поданы документы в Ростехнадзор для запуска тепла по Кедру, и завершаются на этой неделе работы по Толстого 20 для того, чтобы тоже запустить тепло. Завершили также работы мы наконец-таки по устранению замечания по горсвету, это площадь ворота Якутска. На этой неделе планируем начать процедуру передачи объекта. Ну, вкратце как-то так. На этой неделе также вот планируем все-таки завершение экспертизы школы Кангаласы. Вчера вот доработали замечания по сметной части последней. Сегодня все-таки есть у нас большая надежда о том, чтобы мы к вечеру или уж завтра до обеда с Верой Алексеевной тоже на связи получить заключение. И у нас с вами, значит, еще висит вопрос о передаче объектов улично-дорожной сети. Да. Мы с прошлой недели уже с СГХ совместно с Горсветом мы начали уже объезд дорог. Но в первую очередь мы проехали все-таки по новым объектам. По какой? По новым, ну вот, которые у нас с этого года по МКАДу. И также выехали уже, по-моему, на автодорожную. И в этой неделе у нас окружное шоссе. Ну, мы просто обхват не успеваем всех объектов. Вы какой срок себе ставите с коллегами, чтобы я его зафиксировала себе? Ну, мы договорились, значит, все объекты, которые вот ранее с 15 по 18 годы у нас перечень еще не окончательный по дорожной карте не сформировался. Ну, на этой неделе постараемся его окончательно уже спланировать себе. Ну, потому что, напоминаю еще раз, у нас с вами 2 группы объектов, но уже фактически 3, да? Значит, первое, это то, что нам было передано со службы госзаказчика по объектам незавершенного строительства по стоимости того периода 59 миллионов рублей. Я даже не могу понять, сколько там улиц. Вы мне обещали внести этот список, сколько у нас этих, в том числе мостовых переходов, там улиц болтается непринятых и не оформленных до конца. До сих пор я ни от кого этот список получить не могу. Он у вас есть? Список есть с СГХ, да. Мы именно по дорожной карте по приемке. Но это же не тайна. Вы же можете выдать этот список? 2 недели уже готовите.
Так, дальше. Вторая группа объектов – это 40 наименований улично-дорожной сети, которые были построены в разные периоды до 2018 года. Они также не принятые, правильно? Есть. Ага. Так, 40. И плюс к этому, значит, 19 объектов этого года. Ну, давайте мы до 31 декабря хотя бы по дорожной карте определимся. Так, и заместитель, кто этим будет заниматься? Видимо, поскольку это имущественный, да, Максим Макарович, контролируйте этот вопрос, потому что, видите, да, вот они списки перебрасывают туда-сюда. Значит, 40 объектов там висит, на 59 миллионов там висит. Сейчас мы еще свои добавим, 19 объектов. Ну, с нашими-то более-менее там все понятно. Так, дальше. Садитесь. Агентство земельных отношений. Доброе утро. За прошлую неделю Агентство земельных отношений поступило обращение 155, через портал 21. Нарушений сроков муниципальных услуг не было. Исполнение кассового плана составляет 194 миллиона 805 тысяч, то есть 72%. По переводу лесов информация такая. Все замечания были устранены. Сейчас пакет документов находится в Рослесхозе. Их специалисты по своей линии отрабатывают, и дальше будет направлено в Минприроды и далее в правительство. Так, на этой неделе внесите мне промежуточную информацию о том, как вы исполняете наше совместное решение. Если вы помните, то в январе 2019 года у нас было проведено совместное совещание с Росреестром по Республике Саха-Якутия, в котором в рамках межведомственного взаимодействия мы договорились, что до 31 декабря 2019 года правила землепользования и застройки в городе Якутске будут внесены в единый государственный реестр недвижимости. На сегодняшний день сколько кварталов вы внесли? Всего получается 79 зон, полностью внесены 49 зон. А из оставшихся 30 зон, они, получается, разбиты для удобства на части, на 80 частей. Из них внесено 25 частей, то есть примерно 30%, а в общем примерно 80%. Так, работа до 31 декабря будет закончена или там есть объективные трудности какие-то? Будем стараться, чтобы было выполнено. Думаю, сделаем. Так, по участкам для многодетных. Вот, по переводу лесов, да, все замечания были устранены. Сейчас отрабатывает Рослесхоз. Так, ладно, садитесь. Главный архитектор, пожалуйста. Доброе утро. Так, за прошлую неделю у нас плановая работа по правилам землепользования и застройки. Как раз мы передали документы в городскую думу на рассмотрение очередной сессии. По передаче информации правил я хочу добавить о том, что вот материалы, которые мы сейчас должны были передать, это у нас только базовые, да. Те изменения, которые произошли вот за 2019 год, мы по переданным данным должны еще выполнить корректировку. То есть ежегодно должны в бюджете предусмотрены средства на выполнение кадастровых работ по территориальным зонам. Ну, по изменениям имеется в виду. Так, по проектам планировки мы на прошлой неделе провели одно заседание. За неделю было принято еще 12 заявок. Так, по формированию комфортной среды было проведено в виде селекторное совещание Управления архитектуры республики. Объяснили порядок по приему заявок, по условиям участия на федеральном финансировании по дворам и уточнили информацию по рейтинговому голосованию, по которому мы сейчас прорабатываем департаментом СМИ. В онклике объявлена информация о сборе предложений, и дальше мы должны провести рейтинговое голосование, которое мы проводим ежегодно. Мы сейчас рейтинговое голосование проводим на объекты 2021 года. Ну, по индексу качества мы отрабатываем с департаментом экономики. На этой неделе мы у Максима Макаровича должны собраться с структурным подразделением, а потом доложимся отдельно по плану мероприятий. Ну, в целом у меня так.
Так, Максим Макарович, мы должны были провести работы по модернизации системы, значит, муниципальной программы Инмета данных, да, значит, в соответствии с которым вот все изменения вот в градостроительных регламентах, в том числе там зонирование там и так далее, должны были, значит, быть доступны вот именно в том виде, когда произведено изменение той или иной зоны, да. Но в связи с тем, что, значит, 1,5 миллиона на этот год мы не нашли, перенесли эти работы на, значит, 2020 год. Но в 2020 году опять эта сумма не стоит, я ее не вижу нигде в строчке. Тем не менее, значит, в рамках решения комиссии по работе по противодействию коррупции данное решение было принято, поскольку отсутствие вот возможности просмотреть вот эти изменения во временном порядке, они как раз дают возможность для многочисленных, значит, нарушений, которые уже зафиксированы и нами, и правоохранительными органами, в части самопроизвольного или там злоумышленного изменения зон, перетягивания красных линий и так далее. Так? И плюс к этому у нас проблемы есть, вот, например, на сегодняшний день с предоставлением земельных участков в лесном фонде, но это уже не касается этой программы Инмета, это касается разной позиции как прокуратуры, органов прокуратуры, так и, значит, Министерства охраны природы по лесам. Абсолютно противоположные у них точки зрения. Один считает, что в лесах предоставлять нельзя, другие считают, что если эта зона там, какая у вас там? Л1. Да, Л1, то вполне себе можно. Вот этот вопрос надо тоже решить, потому что на самом деле очень серьезные есть там правонарушения. И опять же, так, мы с вами сядем, и, Семен Афанасьевич, у вашего управления крайне отрицательные показатели по работе как с обращениями граждан, так и со своевременными ответами на запросы организаций и учреждений. Пожалуйста, прошу в этом направлении работу усилить. Хорошо, принято. Департамент градостроительства. Всем доброе утро. На прошлой неделе департамент работал в плановом режиме. У нас состоялась встреча с Министерством строительства в части оказания помощи пострадавшим гражданам от двойных продаж на территории города Якутска. Соглашение было подписано министром. На прошлой неделе положили вам на подпись. Нет, ну вы положили мне на подпись, но тем не менее разные структуры дали совершенно разные заключения. В частности, правовым департаментом дано заключение, что подписание данного соглашения, оно как бы ведет к чрезмерным действиям и расходам со стороны окружной администрации, которые не предусмотрены действующим законодательством. Да, было согласительное совещание с министром, да, на прошлой неделе, по итогам которой они объяснили, что затраты об уведомлении данных граждан о том, что они попали или выпали из реестра, и обязательства органов местного самоуправления, так как такие граждане есть на всей территории, могут быть в других районах республики, и Минстрой не может взять на себя такие полномочия. И что, информационные стенды тоже вы будете делать? Информационный стенд, да, будет располагаться, ну, пока планируется разместить на Октябрьской, информацию на сайте Якутской РФ и Эхо столицы. Мы осуществляем прием документов. Так, правовой департамент, я прошу еще раз посмотреть тот текст, который у меня есть, значит, и посмотреть, потому что я считаю, что на самом деле это, значит, определено как обязательство субъекта, и обратите внимание, что на самом деле вот это вот оповещение обманутых дольщиков или возможных там обманутых дольщиков, да, оно имеет огромное юридическое значение. Потому что не оповещенные должным образом, они, соответственно, теряют или получают определенные плюсы или минусы из своего положения. Вы должны будете оповещать совершенно четким способом, заказными письмами, с уведомлением, с вручением. Это все расходы. У вас строчка есть такая? Нет. Ну а как вы собираетесь это исполнять? И вы мне второй раз вносите на подпись, я вам второй раз отправляю обратно. Я еще раз говорю, что я считаю, что это не наши полномочия. Евгений Николаевич, прошу проконтролировать. Так, дальше. Так, также, опять же, с Минстроем у нас состоялось совещание по поводу объектов, которые у нас планируются к строительству в 2020-2021 году в рамках исполнения национальных проектов, в том числе по строительству детскому саду. Запланировано строительство детского сада на 240 мест в Новопортовском квартале. В этом году СГЗ сделал проект. Следующего года планируется строительство. Следующим детским садом является на 318 мест в микрорайоне Прометей.
Застройщик сам будет строить данный объект, по итогам которого планируется выкуп данного объекта со всех 3 уровней бюджета. В настоящее время не Срок определили. окончания у него какой? У него будет в 2021 году. До конца 2021 года должен быть выкуплен объект. Ну, Еще у нас мы на должны плановый- определить. На плановой 21 эти цифры тоже не стоят. По Прометею нет у нас. Работаете сейчас, чтобы ко второму чтению хотя бы мы в 2021 год могли внести или будем в течение 2020 вносить? Кроме того, надо определиться, в данной программе еще сидит 240 мест создания в возрасте от 1,5 до 3 лет. Эти объекты у нас сегодня не определены. Предлагается Прометеем вот также выкуп детского сада и ясли, для младших групп, тоже в микрорайоне Прометей, на 119 мест. Кроме того, есть несколько других предложений, но окончательный перечень еще не сформирован. Так, Наталья Романовна, Евгений Николаевич, давайте на этой неделе соберемся, окончательно все посчитаем. И, опять же, по объектам социального назначения в Сайсарах есть спорные вещи, которые на этой неделе надо тоже рассмотреть. Как этот застройщик ООО «Высота» нам предлагает уже который год, и Динара Михайловна ему категорически отказывает, уже на моей памяти 2-й год пошло. Хотя, не знаю, можно было и рассмотреть, на мой взгляд. Ну, давайте соберемся, посмотрим. Так, ладно, садитесь. Управление образования. Доброе утро. Учебно-воспитательный процесс в городе идет по плану. Вот, закончились каникулярные школы в виде лагерей дневного пребывания. В дошкольных образовательных учреждениях вот, у нас болеет 12,6% детей, вот, 12 групп на карантине. На прошлой неделе, вот, на этой неделе начинается уже предметная олимпиада, вот, начинается с английского языка. И на прошлой неделе мы совместно с Центром технического творчества подписали соглашение с Институтом водного транспорта вот, по подготовке уже будущих работников транспорта. Так, по 17-й школе какие видите решения дальнейшие? То есть в ручном режиме вы сейчас решили по 3 классу? Да. Так? Ну вот меня удивляет, Алексей Клементьевич, что никто с родителями не работает и никто родителям не объясняет, что в результате родители должны через социальные сети обращаться к главе республики, обращаться ко мне для того, чтобы я вас попросила сходить в школу и в школе решить. Нет, но это И проблема... после того, как вы пошли в школу в субботу, вы все-таки решили этот вопрос, правильно? Решили. Сардан Владимировна, вот эта проблема идет с прошлого года, когда конфликт был с авторской школой, вот коллективом авторской школы и 17-й школы. Вот, в прошлом году-то более-менее разрешили, они закончили учебный год, но в последующем вы знаете, что авторская школа не предоставила документы, правоостанавливающие документы, и таким образом 17-я школа не получила лицензию на дополнительные здания, кабинеты. И вот было принято решение, что переместить в 3-ю школу. В 3-й школе совещание мы с родителями проводили, согласились, определили кабинеты, которые будут ремонт и где они будут размещаться, но тем не менее, провели ремонт, закончили, да, но тем не менее несколько родителей не были согласны. У них была возможность перевести в 17-ю школу определенную, вплоть до 9 мест имелось в самом здании 17-й школы в нескольких классах. Но родители пошли на принцип, и мы встречались не раз уже в течение, с начала этого учебного года, но тем не менее родители не хотят понять и идут на принцип. Нет, что значит идут на принцип? Я прекрасно понимаю, что когда родители, особенно мама, отстаивают интересы своего ребенка, это, знаете ли, не принцип, а это то, что должна делать каждая мама. Нет, если в школах у нас... И обратите внимание, что под тем обращением, которое родители направили мне и Айсену Сергеевичу, там не 9 человек подписалось, а 150. И прошу посмотреть, Алексей Клементьевич, по 1 классу тоже. В целом 17-я школа, ладно.
Значит, внесите мне, пожалуйста, зайдите с Натальей Романовной, внесите мне информацию, почему авторская школа Алексеевой так поступила. Во-вторых, как вы будете решать вопросы 17-й школы, потому что мы понимаем, что прописка продается, мы понимаем, что есть фиктивная прописка, и мы понимаем, что директора из доброты своей душевной на сегодняшний день идут на нарушение существующего в городе Якутске положения и принимают братьев и сестер, которые в данном районе не прописаны. Так? По-человечески я директоров понимаю, в принципе, это нормальный поступок, но когда у нас детишки по прописке не могут пойти в школу, то надо изучить. Я не призываю никого там отчислять, переводить, ничего. Я хочу получить анализ. Сколько детей у нас записано в 17-ю школу по фиктивной прописке, сколько у нас детей посещают школу по, значит, вот, по принципу того, что одна семья в одной школе, даже независимо от прописки. Какие тут еще могут быть варианты, Евдокия Ивановна? Мы по классической гимназии не раз обращались и в правоохранительные органы, но тем не менее правоохранительные органы не находили состава какого-то нарушения. Я понимаю, что в соответствии с гражданским кодексом и всякими этими жилищным кодексом и так далее, собственник может прописать у себя кого угодно. Да, я понимаю это. Тем не менее, я вам говорю не для принятия решений, а для анализа. Для анализа. Может быть, вот по такой прописке у нас там 10 детей, а мы все шумим, что там прописка продается. Может быть такое? Может быть. Так вы мне скажите, сколько там детишек вот таких? 10, 100 или 200? Это же большая разница, правильно? Я еще раз говорю, чтобы меня все правильно поняли, а то сейчас опять начнется это. Я не призываю никого ни отчислять, ни переводить. Я хочу увидеть цифры для того, чтобы понимать анализ, чтобы сделать какой-то определенный анализ. Хорошо? В прошлом году была проведена работа вместе с правоохранительными органами и прокуратурой вплоть до обхода, вот, скажем, вот, по этим адресам. Очень сложно выявить фиктивную прописку, потому что люди идут на всякие ухищрения. Что касается, вот, например, по городской классической гимназии был прецедент, даже обращение в суд, когда выявлена была фиктивная прописка, но тем не менее решением суда ребенка все равно оставили в школе. Поэтому вопрос с пропиской, он, конечно, очень сложный. Но какие-то цифры, может быть, примерные только Алексей Климентьевич можно дать. Точные тут... Департамент жилищных отношений, пожалуйста, в обобщении данных помогите. И еще раз говорю, это не значит, что мы там будем обращаться в прокуратуру, в суд или куда-то еще, потому что, ребенок должен учиться. Ребенок должен учиться. Значит, но, тем не менее, для себя сделать анализ мы должны. Так, ладно, следующее. Административная комиссия. Доброе утро. На прошлой неделе составили протоколы. Дорожный округ 0, на прошлой неделе 6. Всего за год 268 составили. В аналогичный период прошлого года 98. Гагаринский 0, на прошлой неделе 0, всего 72, прошлый год 8. Губинский 0, прошлой неделе 1, всего 63 и прошлый год 9. Октябрьский 0 по нолям, всего за год 41, прошлый год 28. Сайсарский 0, прошлой неделе 1, всего 70, прошлый год 22. Строительный 3, прошлой неделе 5, всего 200, прошлый год 134. Центральный 0, прошлой неделе 0, всего 95, прошлый год 85. Административной комиссии 3, прошлой неделе 16, всего за год 613, аналогичный период прошлого года 175. Всего составлено 9 протоколов, из них по 6 объектов без разрешения 6, по 6.25 по уборке территории 1, по 9.10 первый протокол по выезду на лед, в этот период 1 и по 6.19 по размещению объявлений 1. По выезду на лед это фекалка, которая провалилась или что? Да. Ну, то есть, вот теперь видно, когда вы делаете в сравнении с аналогичным периодом, что вы усилили все вместе с коллегами, усилили работу практически в 3 раза. Да. Так, ладно. Дальше, что это? Уже это предписание, под предписанием
прошлого периода года не было, потому что анализ не велся. Всего предписаний вынесено 21 за неделю, в отношении управляющей компании 4. Исполнено предписание 21, за год вынесено 2662, из них исполнено 2518, не исполнено 144. У меня все. Так, из этих 144, они все в работе без нарушений срока или есть, которые с нарушением срока? Они все в работе со сроками. Со сроками, то есть это текущая цифра, да? Да. Так, хорошо. И пока не забыла, значит, департамент предпринимательства, вот вы мне подали справочку совместно с округами и с административной комиссией, те НТО, которые вы проверили. Там, где есть нецелевое использование нестационарных торговых объектов, договоры расторгать, без разговоров. Там, где есть, значит, факты, когда, значит, мэрия предоставляет земельный участок на льготных условиях под нестационарные торговые объекты, а вместо фруктов, овощей или каких-то еще нужных, значит, услуг для горожан появляются лже-кафе, то есть здесь, Феликс Александрович, посмотрите на счет правоприменительной практики вообще. Хорошо. Ну это что такое-то? Мы выдаем для того, чтобы в шаговой доступности для горожан были какие-то там полезные овощи, фрукты, продукты, еще что-то такое, а получается у нас там лже-кафе. Либо же есть у нас организация, которая на льготных условиях с 50% скидкой получает в аренду нестационарные торговые объекты для того, чтобы распространять печатную продукцию, информационные материалы какие-то для жителей города Якутска, так? А на деле получается там что у вас? Продукты или что? Лже-кафе нет там? Ну вот продукты. То есть скидка-то делается, потому что это газетная продукция, а получается, что получается. Здесь тоже надо смотреть. Так, хорошо, спасибо. Управление муниципального контроля. Доброе утро. За прошедшую неделю в управление поступило 73 обращений. Из них 52 – это структуры окружной администрации города Якутска. Направлено ответов 107, и количество обращений, находящихся в работе, 143. По обращениям за прошедшую неделю составлено актов обследования 37, выявлено земельных участков самовольным занятием 7 участков. В правовой департамент для подачи искового заявления направлено один материал. Так, ну, большинство актов обследования земельных участков у нас составляется по административным регламентам, по межведомственному взаимодействию, по обращениям АЗО, ДИЗО. Так, ну ладно, данные у вас примерно одни и те же, поэтому еще раз обращаю ваше внимание. Делайте для понимания за аналогичный период значит, предыдущего года, так? И вид нарушения. Но я не вижу здесь реагирования. Что по результатам ваших проверок, предписаний и так далее, что сделано? Об отказе возвращено для доработки. О наложении штрафа 80. Общая сумма. За прошедшую неделю у нас было проведено проверок в рамках федерального закона 294-го, 7 проверок, и направлено материалов в Росреестр было 6. Так как у нас выявлено было 4 нарушения по самовольному занятию земельного участка и 2 нарушения по нецелевому использованию земельных участков. Так, 6 вы направили, 4, значит, наложили штрафы, а остальные 2 где? На рассмотрении или что? Они еще на рассмотрении. Хорошо. Вот эти вот 4, они вообще за ту еще предыдущую. Понятно. Расширяйте, соответственно, с начала 2019 года реагирование, вот вы это сделали, да, и аналогичный период, пожалуйста, тоже, чтобы я понимала, насколько вообще ситуация двигается. Понятно. Так, хорошо, ладно. Наталья Романовна, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Ну, Сардана Владимировна, я тут дополнительно по 17-й школе, наверное, скажу, да. Совещание 9 ноября было проведено у меня, и руководству общеобразовательного учреждения даны перечень поручений в плане проведения анализа, чтобы уточнить, какое количество первоклассников планируют идти
конкретно прописанных на закрепленной территории за 17-й школой. Для этого необходимо будет им сверку с поликлиникой номер 3 провести со списками. И так как в этом году уже вносятся изменения на закрепление территорий не только за 17-й школой, но и за общеобразовательными учреждениями. Это в плане введения новых адресов и в плане разгрузки и догрузки, наверное, отдельных образовательных организаций. Поэтому тут определенная работа будет проведена. И дано поручение с тем, чтобы провели анализ-мониторинг по тем домам и квартирам, где ежегодно оформляется, скажем, фиктивная регистрация. Вот. Это к тому, что когда мы проводили года 2-3 назад подобную работу по Якутской городской национальной гимназии, то уже перестало последующие 2 года поступать огромное количество заявлений, 290 и т.д. и т.п. Вот. Поэтому такая работа будет проведена. И относительно остальных классов, в помещениях 3-й школы на сегодняшний день пока вышли 3 класса обучаться. Там дальше будет тоже проведена работа относительно 1-го класса. Тоже дано определенное поручение руководству школы. Так, дальше. Прошлую неделю проводили подготовку к форуму «Женщины долины Туймада», которая на этой неделе будет проводиться с 14 по 19 ноября. Определенные поручения все получили подведомственные учреждения. Так, подготовка к фестивалю «Зима» начинается с Якутии. К слову, наша елка должна быть на площади Орджоникидзе установлена до 25 декабря. До 24 декабря Горсвет установит. Так, дальше. Прием в 1-е классы на 2020-2021 год в единый день, примерно 25 января, это суббота, пока определили. Дальше. По объектам ГЧП пока без таких изменений. Можно вопрос, Наталья Романовна? 21 января, единый день прием заявлений в 1-е классы. 25-го. 25 января. Это суббота для удобства родителей, чтобы у всех была одинаковая возможность. Так, это можно будет сделать через портал? Через портал. И физически они уже не ходят, правильно? Физически не ходят, так как по соответствии с правилами приема в 1-е классы мы до 1 февраля должны начать прием заявлений. Это практически. Ну, то есть для этого родителям хотя бы заблаговременно нужно на этом портале зарегистрироваться, да. Правильно? Обязательно. Мы должны довести новые закрепленные территории с учетом всего и вся. 25 января, единый день приема заявлений в 1-е классы. Хорошо. Дальше. Так, дальше все документы, которые должны быть рассмотрены на очередной сессии Якутской городской думы, внесены. Так, ну, кажется, вкратце все. Так, ну я не знаю, как мы с вами это будем считать и как мы к этому будем готовиться, но мы должны иметь в виду, что в рамках 2-го этапа переселения из ветхого и аварийного жилья предусмотрено, значит, получение денежных средств вместо жилья переселяемым гражданам. Так, Евгений Николаевич? И, значит, это распространяется не только на город Якутск, но и, соответственно, на территорию всей республики. Есть предположение, что люди, получив денежную компенсацию за свое аварийное жилье, постараются приобрести жилье, в том числе в городе Якутске. Поэтому я полагаю, что ситуация в следующем году, она будет, вероятно, 31 августа более напряженная, чем во все предыдущие годы. Но я думаю, что никак мы это не посчитаем и никак мы это не прикинем, сколько это детей может быть, потому что, во-первых, у нас нет данных, во-вторых, все-таки люди, получив деньги, могут разные решения принять, могут на месте остаться, могут в Нерюнгри переехать, в Мирный или за пределы республики выехать, правильно? Не факт, что они все приедут в Якутск, поэтому, но тем не менее в голове мы эту ситуацию должны держать. Хорошо, спасибо. Евгений Николаевич, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Значит, строительный блок на прошлой неделе отработал в штатном режиме.
По объектам высоты мы встречались с Станиславом Сивцевым по его предложениям ДРЗТ и в том числе социальным объектам в Сайсарском округе. Значит, приняли участие в заседании межфракционной группы по защите прав участников долевого строительства в составе с Департаментом градостроительства и главным архитектором. Было, значит, совещание по выносу сетей школы номер 6. Также у нас проведены публичные слушания по отклонению предельных параметров и условно разрешенных видам использования земельных. В УГСЖН было, значит, обсуждение о типовых ошибках при строительстве, совещание по вопросу обеспечения достижения плановых показателей ввода жилья в Минстрое прошло. Мы сказали реальные наши цифры, которые, значит, до сих пор соглашение не подписано, но мы точно понимаем, какой объем жилья мы вводим. И тут министерству мы обозначили свою позицию. Значит, по БКАДу провели 2 наших штаба, приняли участие в штабе Министерства транспорта, работали над планом 2020 года, исходя из тех корректировок, которые были достигнуты вами в переговорах с главой республики. На этой неделе будем готовы предоставить его вам и выносить на обсуждение в общественные советы, координационные советы. Значит, в рамках БКАДа проведена встреча с инициативной группой предпринимателей, которые готовят проект ПСД Вилюйского переулка, который мы должны отремонтировать в 2021 году. Там были решены ряд технических вопросов, которые стояли перед проектантами и заказчиками. Значит, провели в пятницу плановое совещание с нашими застройщиками, ведущими строительную деятельность. Те планы, которые по вводу жилья откорректированы, значит, больших проблем у застройщиков нет, объемы будут достигнуты. Договорились через 2 недели провести большое совещание в рамках договоров развития застроенных территорий. Кратко все. Так, хорошо, значит, по ДРЗТ еще раз заключаем новые договоры, выходим на заключение новых договоров о развитии застроенной территории. Да. Так, застройщики все были? Сейчас посписочно сколько застройщиков у нас было? В протокол сколько зашло застройщиков в пятницу? Страйкон был, нет? Были. Хорошо. Так, дальше. Ключевые застройщики все были. Хорошо. Дальше. Мы говорим о том, что значит, в пятницу подписано распоряжение о проведении мониторинга и общественной экспертизы нормативно-правовых актов города Якутска, значит, на предмет избыточности, либо, может быть, недостаточности. Мы эту работу проводим в рамках мероприятий по снижению административных барьеров в городе Якутске. Поэтому просьба всем, кто ведет, значит, помогает деятельности общественных советов, координационных советов, консультативных советов, просьба это распоряжение довести до сведения. Департамент посредством массовой информации, значит, там не нужно просто размещать это распоряжение, нужно разъяснить, кому, по каким вопросам, куда обращаться. Так, потому что людям по отраслям, куда обращаться, ну, значит, единый адрес выдайте, сроки распишите, чтобы люди, каждый, кто считает, что где-то в наших документах есть что-то, избыточные требования, то он должен будет обратиться, чтобы мы потом все вместе с рабочей группой в присутствии прокуратуры все это разобрались. Там есть у нас участники и представители и от общественности, и от Якутской городской думы, поэтому я надеюсь, что обсуждение будет широкое. Второе. Значит, по плану дорог вы тогда полностью готовы, мы согласовываем дату, и вы готовы представить. По плану дорог на 2020 год. Да. Хорошо. Так, спасибо. Роман Сергеевич. Доброе утро. За прошедшую неделю проводилось немало работ и встреч, в том числе на уровне Министерства ЖКХ, по вопросу твердокоммунальных отходов, их обращения. Также была встреча с предпринимателями, проговорены вопросы. На этой неделе у нас завершается работа, начатая на прошлой неделе по вывозу твердокоммунальных отходов вперемешку с мерзло-бытовыми отходами. Очень было много накопления по городу, ну и, соответственно, обращений по неблагоустроенным жилому фонду. Работа проводилась со стороны Жилкомсервис. Как я уже сказал, мы завершим эту работу на этой неделе. Также со стороны волонтерского движения раздельный сбор города Якутска твердокоммунальных отходов планируется 1 декабря проведение акции по сбору раздельному.
Акция будет проходить в спортивном комплексе «Дахсон». При этом это будет не просто сбор, но также проводиться определенные кружки, мероприятия разъяснительного характера. Также на этой неделе мы завершаем работу по согласованию плана мероприятий по бесхозяйным детским площадкам и, соответственно, приступим к его реализации. На прошлой неделе мы встречались с УГСЖН и Управлением муниципального контроля, проговаривали вопрос по разработке мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых услуг со стороны управляющей компании. Договорились, что на этой неделе проведем техническую учебу нашему персоналу, окружной администрации, в первую очередь, это территориальным органам управления и СГХ. И на основании данных учебы уже будем понимать проблематику в большей степени тех вопросов, которые беспокоят граждан, и, соответственно, будем выстраивать соответствующий план мероприятий. Вкратце у меня все. Так, Владислав Владимирович Сазонов здесь. Добрый день. Доброе утро. Владислав Владимирович, мы с вами договаривались, и вы на тот период были со мной согласны, что в составе мерзлых бытовых отходов все-таки есть часть сухого мусора. Микрофон включите, пожалуйста. Так. Лампочка горит. Не, ну это все понятно. Я рассматриваю это иначе. Когда утверждался ваш тариф, в составе вашего тарифа есть общий объем твердых коммунальных отходов, в том числе сухого мусора, по территории города Якутска. Так? Так. Количество жителей определено? Определено. В том числе количество жителей по неблагоустроенному жилому фонду. Так? Так. Значит, вы с 1 января 2019 года, ну я не знаю, там с марта или какого, вы делали начисления по неблагоустроенному жилому фонду. Делали начисления, что мы считаем заключением договора. Затем вы в одностороннем порядке данный договор расторгаете и не производите начисления. Здесь я вижу нарушение. В данном случае, почему были сняты начисления по 1 октября, я хочу еще дать пояснение, поскольку, опять же, повторюсь, что в тарифных источниках техника самосвальная погрузочная, она не предусмотрена. Соответственно, региональный оператор данные расходы не сможет компенсировать себе, и в связи с этим мы направляли письмо предварительно окружной администрации, уведомляли ее. И это было сделано вынужденно, то есть не потому, что регоператор так захотел. Уведомление окружной администрации не является уведомлением, должным и надлежащим уведомлением, другой стороны договора. Мы не являемся другой стороной договора. В том числе в письме мы указывали, мы в принципе не против. И когда я говорила, Владислав Владимирович, о том, что мы будем вывозить мерзлые бытовые отходы, но вы должны будете жилкомсервису в части твердых коммунальных отходов компенсировать, вы были со мной согласны. Вы отпускаете топливо в долг, не путайте одно с другим. Поэтому не надо бравировать тем, что вы жилкомсервису отпускаете топливо. Не надо, это разные вещи. Так, садитесь, пожалуйста. Значит, тем не менее, мы будем сейчас обращаться и к регулятору, и в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, если надо будет дальше, поскольку мы считаем, что односторонним расторжением договора по вывозу с неблагоустроенного жилого фонда вы нарушаете действующие нормы законодательства Российской Федерации. Так, пожалуйста, Максим Макарович. У меня нет планерки. Угу. Евдокия Ивановна. Доброе утро. 27 ноября состоится 11-я сессия Якутской городской думы. На 7 ноября, это был последний день приема документов, принята, и сформирована повестка на 22 вопроса на сегодняшний день.
И начинается активная, скажем, фаза подготовки к сессии. С завтрашнего дня начинает работа постоянной комиссии. На этой неделе состоится заседание 6 комиссий. Ну, я не буду все их, скажем так, называть, когда, в какой день. Всем заинтересованным структурам вся информация направлена, поэтому просьба подготовиться и принять активное участие в работе комиссии. Также на этой неделе планируется встреча постоянной комиссии по социальной политике с комитетом ЛТМНа по науке и образованию. Я думаю, что мы должны тоже как-то поработать и над бюджетом республики. И в четверг запланировано заседание коллегии контрольно-счетной палаты. Вот у меня такая краткая информация. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, значит, у нас ситуация, мы находимся в отопительном сезоне, поэтому, безусловно, мы этот процесс должны держать на особом контроле. Есть информация, и, пожалуйста, Роман Сергеевич, сверьтесь с ДДС о низком теплоносителе. Но в выходные дни совместно с теплоэнергией мы в оперативном порядке все эти вопросы отрабатывали. Тем не менее, ДЖКХ, что вас так веселит? Далее. Значит, как сказала Евдокия Ивановна, мы должны сейчас плотно отработать с постоянными комиссиями Якутской городской думы. Надо понимать, что в первом чтении мы должны были внести основные параметры бюджета, то есть доходная часть, расходная часть. Тем не менее, для облегчения работы мы внесли депутатам на рассмотрение сразу, значит, и по программам, и по источникам доходов полностью расшифровку для того, чтобы подготовка ко второму чтению, она была более, скажем, тщательной. Поэтому все ГРБС, будьте готовы, значит, на комиссиях отвечать не только по основным параметрам, как это было ранее, а отвечать непосредственно по содержанию ваших строчек. Потому что то, что было у нас на последней сессии в ДЖКХ, значит, вот это вот жевание и невнятные ответы, вот что-то такого я больше не видела. Дальше. Значит, по ситуациям в образовательных учреждениях, пожалуйста, Алексей Климентьевич, держите на контроле. И по строительству объектов, Евгений Николаевич, вот эти объекты социальные, которые мы до 31 декабря должны, значит, в соответствии с договором определенные действия произвести, все надо сделать. Хорошо? Так, и по дорогам. По дорогам ситуация, значит, у нас в рамках действующего законодательства, никаких там нарушений и прочих этих вещей нет. Есть у нас на сегодняшний день вопросы по объектам Сорона, Малона и Ларионова. Давайте мы на этой неделе, как раз когда будем с и Общероссийским народным фронтом, и с нашей общественной комиссией встречаться, вырабатывать совместное решение. Как мы эти объекты будем принимать, как мы будем работать с ними дальше в претензионном порядке. Ну и повторюсь, значит, те объекты, которые у нас не переданы, значит, на сегодняшний день, улично-дорожная сеть, необходимо, значит, поработать. Напоминаю о необходимости срочного проведения совещания с ГИБДД, Департамент предпринимательства, значит, и мы с вами должны будем, значит, провести нынче совещание, еще раз говорю, по бесхозяйным объектам совместно с ДИЗО. Спасибо. Удачной недели.